Читаем российскую газету от 4 июля 2017 года под номером 144. Статья «Живите дешевле». Верховный суд объяснил, как снизить квартплату. Сегодня российская газета публикует нашумевшее постановление Пленума Верховного суда России. Документ детально разъясняет тонкости споров вокруг коммунальной платы. Эксперты-оптимисты уже прогнозируют большие неприятности у нерадивых управляющих компаний. Теперь с управдома вполне можно взыскать даже моральный вред за то, что человеку в доме стало некомфортно. Постановление специально оговаривает, что граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального вреда за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Взыскать компенсацию с коммунальщиков можно будет за слабый ток в розетках, перебои с водой, недостаток тепла в батареях и в целом плохую работу управдомов. Как поясняет постановление, требовать компенсации можно, если, например, параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителей не отвечают требованиям, установленным законодательством. Перебои с водой, теплом и тому подобное, превышающие допустимые нормы, тоже повод потребовать деньги. При этом доказать, что человеку пришлось мерзнуть в квартире, станет проще. Документ разрешает принимать любые доказательства, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом, того, что воды или света в доме не было. Лучший вариант, конечно, составить акт. Для этого надо пригласить представителей управляющей компании. Но если управдомы по каким-то причинам не хотят составлять документ, зафиксировать проблему можно иначе. Как поясняет постановление, допустимы видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов. Отсутствие вины в оказании услуги ненадлежащего качества или с перерывом, превышающим установленную продолжительность, доказывается исполнителем коммунальных услуг, говорится в документе. Это значит, что жильцы не должны доказывать вину управдомов. Для обиды достаточно самого факта, что слишком долго пришлось сидеть без света. А если управдомы не согласны повиниться, то должны доказать, что они ни при чем. В любом случае, если жить стало хуже, мы вправе требовать скидки от управдома. Это как минимум. Если проблемы не так страшны, чтобы требовать неустойку и компенсацию вреда, мы все равно не должны переплачивать. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, наниматели, собственники имеют право на уменьшение размера платы за коммунальные услуги вплоть до полного освобождения, которое производится в порядке, установленном правительством Российской Федерации, объясняет Верховный суд. Когда же в доме все в порядке, жильцы должны платить вовремя. Это бесспорно. Правда, к неплательщикам нельзя применять излишне строгие меры. Например, жильцов не могут лишать воды, света и тепла за несоразмерные такой мере долги. Само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения предоставления такой коммунальной услуги. Нужны какие-то еще основания, и причины должны быть вескими. При этом отключение коммунальных услуг должнику не должно нести негативных последствий для других жильцов. Отдельно в постановлении Пленума отмечено, что жильцы не освобождаются от платы содержания общего имущества дома, даже если они им не пользуются. Например, жильцы первых этажей тоже должны платить за лифт. Документ публикуется на странице 19 российской газеты от 4 июля. Статью подготовил Владислав Куликов. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.